Здравствуйте. Основная тема сегодняшнего комментария – то, насколько защищены мы перед законом от произвола отдельных сотрудников правоохранительных органов. А поводом для этого разговора послужило признание того, что один из горожан после полуторагодового заключения в следственном изоляторе добился признания, что как минимум полгода он находился за решеткой незаконно. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Сегодня в городской клинической больнице Якутска после капитального ремонта открылся кардиологический корпус. В нем, как и прежде, 160 мест. Отличие обновленного корпуса в том, что по своему оснащению он не уступает лучшим клиникам Якутска, в частности, отделение кардиореанимации. А на закупку вот этого нового оборудования, такую финансовую, что ли, новость дополню, было потрачено ведь 8 миллионов рублей. А сам ремонт ему обошелся в 30 миллионов рублей. Да. В общем-то, более подробно мы, наверное, завтра на этом остановимся, на этой реконструкции. Но тем временем реконструкция в городской больнице клинической продолжается, и уже в мае предполагается начать реконструкцию инфекционного отделения. В Якутске прошел чемпионат республики по самбо памяти известного спортивного журналиста Вячеслава Степанова. За почетные трофеи боролись 105 атлетов из 8 улусов республики. У мужчин из 8 золотых медалей в Якутске остались 5. Успех столичных девушек еще выше – 4 золота из 6. Не могу не дополнить еще один такой штрих, что ли, к этому портрету. Авторитет Вячеслава как спортивного журналиста признавался у нас, что достаточно редко среди журналистов, практически безоговорочно. Это несмотря даже на то, что журналистика, как и любой вид творчества, вещь достаточно субъективная. Да, я это и имею в виду. Это действительно было так. И вот то, что турнир проводится уже достаточно регулярно и продолжительное время, в общем-то, лишнее тому подтверждение. На книжных прилавках Якутска скоро появится трехтомник книжных миниатюр «Славянская стряпня. Наши любимые блюда». Первое о варениках. Название второй говорит само за себя – «Сало як сало». А третья посвящена борщам и щам. Автор и составитель этих книг – генеральный директор Якуторгтехники Виктор Коломейко. Все 3 книжки помещаются на ладони. Под стать книжным миниатюрам и тираж – всего 300 экземпляров. И вот что мне удивительным кажется в этой новости, так то, что ведь общество любителей книжной миниатюры, оно было создано в советские еще времена, до сих пор работает в нашем городе. И работает активно. Так, 25 февраля в память гибели Александра Сергеевича Пушкина любители книжной миниатюры соберутся в одной из библиотек нашего города. И в заключение дополнение ко вчерашнему сообщению о массовой гибели жителей села Найба. Напомню, что 3 братьев в своем доме убили из ружья 2 односельчан. По неофициальной информации, эти односельчане пришли в дом к братьям, чтобы разобраться. Накануне кто-то из братьев убил еще одного жителя села. Следствие продолжается. Что ж, а теперь давайте зададимся вопросом, насколько каждый из нас в отдельности защищен перед законом. Наверняка у каждого из нас, в общем-то, на памяти известное изречение, что от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Не знаю, в какое время и при каких обстоятельствах оно родилось, но, пожалуй, с сегодняшней точки зрения, с сегодняшнего дня, оно все-таки не полное. Не просто от тюрьмы не зарекайся, а не зарекайся от произвола сотрудников правоохранительных органов, которые могут спрятать тебя в тюрьму. Вот так, наверное, его нужно дополнить. По крайней мере, такого мнения придерживается один из участников нашей сегодняшней передачи, Баир Дарбашкеев. Делает он этот вывод после 1,5 лет, проведенных в следственном изоляторе в Якутске. Вот ни один из органов правоохранительных, которые имели в течение 1,5 лет отношение к судьбе нашего героя, в общем-то не признались в том, что они незаконно содержали его за решеткой. Исключение составила только уполномоченная по правам человека Федора Захарова. В январе месяце она выдала заключение о том, что как минимум полгода Дарбашкеев все-таки содержался в тюрьме незаконно. Заключение, которое дала Захарова, в принципе, что оно тебе дает? Кроме морального удовлетворения, как я понимаю. Ответ на эту жалобу положительный, что мои права были нарушены, конституционные, уголовно-процессуальные, дает мне возможность дальше бороться с помощью суда. В суде что вы будете требовать? Восстановление нарушенных прав. То есть? Скорее всего, моральную компенсацию, признание того факта теми органами, которые в свое время не реагировали. В этом заключении указывается, что там 3 правоохранительных органов нарушали ваши права. Речь идет о прокуратуре, о судьях. Вот это там так указывается. На ваш взгляд, кто больше всего виноват в ваших заключениях?
Ну, больше всего, скорее всего, это устройство системы всей. То есть системы правоохранительной, системы судебной, как сказать, в механизме ее работы этой системы. Потому как если человек уже сидит в тюрьме, то большая часть прав у него априори уже считается, он лишен этих прав. То есть даже если он не осужден еще? Даже если он еще не осужден. То есть отношение тех чиновников, которые работают в органах прокуратуры, суда, вот оно такое к этим людям. Если ты сидишь, значит, ты виноват, значит, можно попирать твои основные права, основные человеческие права. Скажи, пожалуйста, вот в то время, когда ты был в изоляторе, вот больше тебя всего что угнетало? Больше всего, как сказать, молчание со стороны органов. Когда ты им указываешь, то есть у нас уголовный кодекс, есть уголовно-процессуальный кодекс, да? Так вот, то, что там написано, можно не читать, грубо говоря. Вообще? Вообще. Потому что чиновники на местах трактуют и уголовный кодекс, и уголовно-процессуальный кодекс по-своему. А по-своему это значит, как надо. Ну и с другой стороны, это все очень печально, да? То, что происходит у нас в стране, у нас в республике, у нас в городе. Потому что таких, как я, может быть, 15-20%, которые сидят в данный момент. Почему ты оказался все-таки в следственном изоляторе? Почему? Да. Вот они тебя что, кто-то персонально следователь не возлюбил или что? В чем там дело? Субъективные какие-то были причины, объективные? Дело в том, что с помощью меня хотели получить показания на других людей, скорее всего. И эти показания нужны были, то есть оклеветать человека. А так как я этого не делал, потому что это расходится с моими принципами и совестью, я этого не делал. Поэтому так долго я находился в заключении. Просто в нашем государстве, в нашей сложившейся системе, если есть желание у каких-то людей, допустим, испортить судьбу человека, да, как-то напакостить, нагадить, они это могут сделать. Поэтому ни один человек, уже находясь там, я понял, да, что ни один человек, который живет рядом со мной, с вами, он не защищен абсолютно. То есть те права, которые гарантирует нам Конституция, якобы, свобода личности, состязательность, справедливое расследование, этого на самом деле нет. Можно сказать, что вы убеждены, уверены в этом на 100%? На 100% я никогда не уверен. Скорее всего, на 99% я в этом уверен. Такой, в общем-то, достаточно пессимистичный, с одной стороны, позиция, я имею в виду, оценка ситуации. В то же время, когда вы говорите, что вы собираетесь бороться в дальнейшем за восстановление своих прав, все-таки правда какая-то возможно найти? Возможно, я не сомневаюсь, потому что в дальнейшем моим детям жить в этом городе, в этой республике, в этой стране. Если все будет только ухудшаться, то зачем тогда вообще что-либо делать дальше? Это трудно, я соглашусь, но кому-то это надо делать. Что же, если суммировать все сказанное Баиром Дарбашкеевым, то резюме примерно следующим образом выглядит. Контроль со стороны общества и тем более правоохранительных органов за соблюдением конституционных прав, свобод граждан, каждого из нас в отдельности, в общем-то, малоэффективен. В условиях, когда правоохранительные органы, впрочем, как и органы государственной власти, населению, гражданам, в общем-то, не подотчетны, уповать таким образом остается только на самоконтроль самих сотрудников этих правоохранительных органов. Но они зачастую действуют все-таки по принципу целесообразности, но никак не законности. Есть на эту тему еще одна, в общем-то, народная мудрость, тоже не сегодня родившаяся, о том, что закон что дышло,
куда повернешь, туда и вышло. Вот на этом, пожалуй, и закончу. Ну а на ваш вопрос, а где же мораль, какой вывод и кто прав, кто виноват, ответа не ждите. Жизнь-то ведь его все-таки так и не дала еще. На сегодня все. До свидания.